Регламент у нас 8 минут максимум, потому что следующая идет площадка за нами, чтобы нам уложиться до 11 часов. Марина Анатольевна, вам слово тогда приветственное. Микрофон только такой. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем вас на наших юбилейных мероприятиях. Сегодня открывается очень важная стратегическая сессия, посвященная реализации современной цифровой образовательной среды в образовательных организациях. 3 площадки у нас будут работать по этим проблемам. И первую площадку мы открываем. Вячеслав Алексеевич Лешук, руководитель этой площадки. Конечно, вопросы создания современной цифровой образовательной среды в образовательных организациях – это вопросы, которые стоят на повестке сегодняшнего дня в федеральных документах, наших республиканских документах. Сегодня формируется паспорт национального проекта образования, он уже утвержден, он уже сформирован, и региональные паспорта проектов, которые формируются в республике. Об этом вам расскажет Виктория Александровна Быстрова, начальник отдела комплексной безопасности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уважаемые коллеги, я желаю нам всем активной работы, продуктивной работы, много докладов запланировано. Желаю всем успешно представить свой опыт, обсудить насущные вопросы и выработать конструктивные решения. Удачи! Коллеги, и приветственное слово и сразу выступление предоставляю тогда Виктории Александровне Быстровой. Цифровые штуки нас подводят немножко. Не подводят. Нормально, да? Так, микрофон есть? Попробуйте. И приветственное слово, и сразу мы приступаем к реализации нашей программы. Это первое выступление. Вячеслав Алексеевич, можно мне этот пульт управления? Да. Уважаемые коллеги, сегодня такой прекрасный день, и поэтому, и не только поэтому, разрешите поприветствовать всех вас, участников этой стратегической сессии от имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы, конечно, безусловно, рады поздравить наш региональный институт развития образования с юбилеем. Знаковое событие, и много было сделано за тот юбилейный период, в течение которого существовал институт, в течение которого он развивался, в течение которого мы вместе сотрудничали. Я могу даже позволить себе вспомнить, что даже отдел информатизации Министерства образования существует с 2008 года. То есть можно сказать, что у нас тоже был недавно маленький юбилей. Вот, но институт, он гораздо старше. И с момента создания отдела в министерстве и ранее, до его создания, безусловно, Институт развития образования занимался теми вопросами, которые мы сегодня с вами будем обсуждать. А именно по формированию единой информационной образовательной среды Республики Коми, по созданию электронной информационно-образовательной среды каждой образовательной организации и всех тех процессов, которые связаны именно с этим направлением деятельности. Я немножко пафосно сегодня назвала свой доклад. Можно надо свет выключить, потому что, мне кажется, плохо видно. Да, шаг вперед. Есть такая детская игра, которая говорит 2 шага вперед, 1 шаг назад. Вот мы постоянно что-то делаем, мы постоянно что-то планируем и пытаемся развиваться, но вместе с тем мы понимаем, что есть некоторые нюансы, которые и по настоящее время не дают нам эти 2 шага вперед сделать именно полноценным. Всегда что-то нас тянет обратно. Вот я сегодня хотела бы об этом тоже поговорить и немножко
переформатировать тот подход, который мы, в принципе, используем именно к этому направлению деятельности. Итак, мы еще в 2016 году в рамках Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми параллельно с федеральным проектом «Современная цифровая образовательная среда» сформировали свой приоритетный региональный проект «Современная цифровая образовательная среда в Республике Коми». Мы все об этом прекрасно знаем, неоднократно мы об этом говорили, и не буду сегодня вот прям подробно на этом останавливаться. Единственное скажу, что самой главной целью нашего регионального приоритетного проекта именно вот в этом направлении деятельности у нас было создание образовательного портала Республики Коми, который сейчас успешно функционирует. Этот образовательный портал, он по сути своей стал точкой входа на региональные ресурсы, точкой выхода на федеральные. Все те инициативы, экспертные сообщества и так далее, оно все находится именно там. Более того, если посмотреть левую часть слайда, то это, безусловно, то, что касается портала, то, что было сделано в 2016, 2017, ну, наверное, частично в 2018 годах. То есть это то, что было, да, и мы этим вопросом занимались. Безусловно, мы очень много работали над тем, чтобы сформировать необходимую информационно-коммуникационную инфраструктуру на уровне республики и на уровне каждой образовательной организации. Безусловно, нам не хватало на это средств, но я об этом чуть позже еще скажу. Но что было сделано, и для нас это очень важно, то что те процессы, которые отвечали за перевод процесса предоставления услуг в сфере образования в электронную форму, вот эти моменты нами были проработаны и были достигнуты значительные успехи. Не случайно на слайде я разместила, пусть не крупно, но тем не менее, такие знаковые для республики события, когда у нас повсеместно стал работать электронный дневник. У нас поступает в настоящее время, вы знаете, как 50 на 50. Много положительных откликов от граждан, от родителей, которые используют электронный дневник, которые обмениваются мнениями, которые говорят о том, чтобы да, я действительно хочу зайти через учетную запись госуслуг на этот сервис, а не заходить по логинам и паролям своего ребенка. И говорят, что это очень удобно, то есть через некое преломление такого общественного мнения, оно именно в этот момент перехода оно было такое негативное одно время. Сейчас мы уже переломили эту ситуацию, и сейчас действительно родители, законные представители, они понимают всю прелесть тех сервисов, которые мы предоставили им возможность использовать. Запись в электронная запись в лагеря. В прошлом году мы пилотировали, очень много у нас было нюансов, которые мы постарались учесть в этом году. И надеюсь, что у нас в этом году без сбоев этот процесс будет работать. Но вместе с тем, несмотря на тот иногда негатив от законных представителей, которые говорили о том, что вот я еще, допустим, не получил в свой личный кабинет информацию о статусе, что мой ребенок, например, уже направлен, да, в лагерь, или, допустим, хотя бы не отправили на оплату, потому что приказом не утвердили порядок подачи в электронной форме в лагеря. Вместе с тем все прекрасно понимают, что как это удобно, когда есть возможность выбора лагеря без каких-либо дополнительных звонков, без каких-либо дополнительных сайтов или распечаток общения на уровне образовательной организации и вообще информирование, получение информации о том, что это существует. Многие родители, они абсолютно были незнакомы с тем, что можно вот так вот просто, как оказалось, подать заявление в лагерь, даже в бумажном варианте. То есть это для родителей было очень важно, и несмотря, вот я говорила уже на тот негатив, который был, вместе с тем у нас был очень большой позитив, потому что мы получали обращения, письма, был большой позитив о том, что это очень важно и это нужно развивать. Мы в 2018 году утвердили распоряжением правительства Республики Коми положение о единой информационной образовательной среде Республики Коми. Вячеслав Алексеевич об этом расскажет, я не буду останавливаться. Это тоже было такое знаковое для нас событие в прошлом году. И уже в октябре 2018 года на традиционном республиканском форуме образования
общества государства в рамках демонстрационной площадки «Цифровая образовательная среда» была представлена, презентована единая система дистанционного обучения в Республике Коми, оператором которой также является институт. Если описывать текущую ситуацию по отрасли именно в части ИКТ-инфраструктуры, вот я говорила, что об этом становлюсь немножко подробнее. Вот ИКТ-инфраструктура сейчас образовательных организаций, она как будто бы с одной стороны насчитывает тысячи в парке компьютерной техники единиц этой компьютерной техники, единиц компьютерных классов, презентационного оборудования, оргоборудования. Вместе с тем нам говорит о том, что вот этот парк, он в настоящее время не так близок к совершенству, как хотелось, он достаточно далек от него. Вот я приведу некоторые цифры. Сейчас по данным автоматизированной распределенной информационной системы мониторинга образования в Республике Коми. Мы все знаем АРИСМА. Да? У нас парк компьютерной техники составляет порядка 20 тысяч единиц, которые используются в административно-управленческом процессе. То есть этот парк у нас буквально в 2018 году составлял порядка 16-17 тысяч. Сейчас мы уже близимся к 18, 19, 20. Вернее, извините, это в учебном процессе используется. И в административно-управленческом процессе более 3000 единиц. Мы понимаем, что в административно-управленческом процессе задействованы те компьютеры, которые, безусловно, у нас имеются у руководителей, директора и его заместителей. Это бухгалтерия, это кадры, это, возможно, психолог, социальный педагог. Это, возможно, учительский или так называемый электронный учительский, да, который сейчас практикуется в образовательных организациях. Более того, в настоящее время свыше 6 тысяч единиц в образовательных организациях эксплуатируется презентационного оборудования. Основной массив поставок презентационного оборудования у нас был в 2012, наверное, год. 2006, 2007, 2008 понемножку, 2012 год. Должна сказать, что к нам обращаются образовательные организации, которые говорят о том, что да, такие масштабные поставки у нас были, хотелось бы повторения, да, потому что то презентационное оборудование, даже мультимедийные проекты, которые были поставлены, они поэтапно выходят из строя, то, что требуется для восстановления их работоспособности, фактически стоит равноценно самому мультимедийному проекту. Поэтому такое презентационное оборудование необходимо так же, как и компьютерную технику, планово менять. Компьютерная техника. В настоящее время 20% компьютерной техники она эксплуатируется более 5 лет. 12% старше 7 лет. И также 12% у нас старше 9 лет. Всего у нас в Республике Коми именно общеобразовательных организациях задействовано более 500 компьютерных классов в составе не менее 7 персональных компьютеров, но при этом, если частично, иногда даже муниципалитеты или правительственные учреждения, они приобретают отдельные единицы компьютерной техники, то с компьютерным классом гораздо сложнее, потому что один компьютерный класс это порядка 500, на 500 000 рублей. Поэтому такие затраты не каждая образовательная организация готова осилить. Поэтому сейчас 78%, это очень большая цифра, 78% компьютерных классов оснащены компьютерным оборудованием старше 5 лет. Понимаю, что полезно, да, срок эксплуатации у нас составляет 5 лет, или 3 года в некоторых случаях даже, то на 78% это нам говорит о том, что пора бить тревогу, да, и пора говорить о том, что плановая, даже не плановая, уже такая первая помощь, да, должна быть оказана парку компьютерной техники образовательных организаций республики. 35% компьютерных классов оснащены компьютерным оборудованием старше 7 лет. И 36% компьютерных классов оснащены таким оборудованием, которое имеет срок эксплуатации 9 лет и выше. Таким образом, можно сделать вывод, что парк компьютерной техники, именно компьютерных классов, в настоящее время минимум 70% необходимо менять. Мы очень много говорим и в том числе отчитываемся перед Министерством просвещения Российской Федерации
о том, каким образом у нас развивается инфраструктура образовательных организаций в части доступа их к сети интернет. Вот сколько бы лет не прошло, мы все помним нацпроекты, как подключаются общеобразовательные организации, тем не менее, вот почему-то до сих пор, вернее, ранее, да, до 2018 года считалось, что 2 мегабита в секунду – это высокоскоростной интернет. Мы понимаем, что этого недостаточно. И говоря о том, что у нас вот пока по старым отчетам практически 80% образовательных организаций имеют именно такой высокоскоростной интернет 2 мегабита в секунду и более, да, мы понимаем, что, ну, наверное, этот подход и понимание к понятию высокоскоростного интернета нужно пересмотреть. И это понятие действительно пересмотрено. И мы все прекрасно знаем, вот, кто изучал паспорт федерального, да, проекта «Цифровая образовательная среда», кто изучал вообще в принципе паспорт национального проекта образования, кто тем более изучал паспорт национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации», те прекрасно понимают, что мы говорим сейчас уже о совершенно других критериях понимания высокоскоростного интернета. Что очень печально, и тут, наверное, имеет место быть особенность нашей республики, удаленность населенных пунктов, очень слабо развитая телекоммуникационная инфраструктура, практически 17%, это большое количество общеобразовательных организаций до сих пор имеют подключение к сети интернет ниже 512 килобит. Ниже 512 килобит. Это целых 17%. Можно также сказать о локальных сетях в образовательных организациях. Вот этот процесс, он сейчас очень сильно развивался в 2018 году. Очень много было сделано в образовательных организациях, и локальные сети действительно развивались, хотя бы потому, что необходимо было обеспечить интернет в учебных кабинетах и обеспечить доступ государственной информационной системе электронное образование, также в учебных кабинетах, учительских, ну и других кабинетах у заместителя директора и так далее. То есть вот этот процесс, он ушел, и локальные сети, они даже в сельских общеобразовательных организациях, они действительно формировались. Более того, у нас стояла задача популяризации концепции развития школьных библиотек в Республике Коми, ну и тут сам Бог велел, конечно, такой доступ обеспечить. Вместе с тем, вот я озвучила такие, ну, на наш взгляд, печальные цифры по инфраструктуре образовательных организаций, и поэтому, безусловно, формируется такое общее понимание, что необходимо просто капитальное экстренное вложение финансовых средств именно ИКТ-инфраструктуру. Если говорить в дальнейшем о цифровизации образования, мы понимаем, что никакой процесс не пойдет, и мотивации не будет ни у одного педагога, ни у одного руководителя образовательной организации без соответствующей инновационной инфраструктуры. Понимаю, что мы в рамках республиканского бюджета это направление не осилим. Безусловно, мы в 2018 году стали участниками обоих федеральных конкурсов на получение федеральной субсидии. И эти 2 конкурса мы в них приняли участие, мы в них победили и получили финансовые средства по 2 проектам. Я об этом позже скажу. Понимая, что участие в этих 2 проектах, оно потребует от Республики Коми не только получения финансовых средств и приобретения какого-то оборудования, насыщения этим оборудованием определенного количества образовательных организаций, мы прекрасно понимали, что от нас требуется больше. И Министерство просвещения от нас требует больше. И более того, мы сами понимаем, что находимся на таком сейчас этапе, когда нам нужно пересмотреть некие подходы в принципе к цифровизации образования. Можно сколько угодно говорить о том, что никто никогда не заменит учителя, никто на это не претендует абсолютно. Но мы должны идти в ногу со временем и пользоваться теми ресурсами, и теми сервисами, и теми возможностями, которые государство нам предоставляет.
В этой связи мы подошли к пониманию цифровой трансформации региональной системы образования, внедрение, вот если до сих пор была у нас информатизация, мы сейчас говорим о совершенно другом процессе, именно о цифровизации. То есть информатизацию мы с вами планомерно 3 этапа проходили. Я специально убрала этот слайд, потому что он мне постоянно повторялся, я думаю, что все уже в курсе этих 3 этапов. Мы подходим именно к цифровизации. То есть мы очень много сделали для того, чтобы оцифровать данные, федеральные ресурсы нам говорят о том, что очень много цифрового материала сейчас имеется. Это надо использовать, это нужно внедрять. И внедрять не безусловно все подряд, а именно очень обдуманно и для повышения эффективности и уровня качества образования. Поэтому цифровая трансформация региональной системы образования, внедрение цифровых технологий, платформенных решений в сфере образования, они именно направлены в первую очередь на трансформацию государственного управления в сфере образования, на автоматизацию и повышение эффективности оказания государственных услуг. Оба эти процесса, они, конечно, должны быть ориентированы и должны продвигаться на основе дизайн мышления, то есть ориентированы на гражданина. То есть каждый из нас, он должен поставить себя на место гражданина, на место законного представителя, на место обучающихся и понять, а им-то что надо, да? Что надо, чтобы мы для них сделали, чтобы они были удовлетворены тем результатом, который мы им прогнозируем. В ходе цифровой трансформации региональной системы образования мы в рамках концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, утвержденной распоряжением правительства Республики в 2018 году, прописали самым первым пунктом это реинжиниринг, да, то есть пересмотр, переформатирование, оптимизация процессов деятельности регионального, муниципального уровня, органов управления образования, образовательных организаций. И поэтому мы говорили о том, что сама цифровая трансформация образования, она должна войти в стратегические документы планирования, стратегические документы, планы для непосредственного исполнения и, безусловно, только в рамках проектного управления. Мы сформулировали основные принципы, на основе которого такой процесс цифровой трансформации образования должен проходить. Это переход к управлению и проведению государственной политики в сфере образования на основе данных. Я, наверное, в каждом докладе говорю о том, что идут обращения от образовательных организаций, как много запрашивается сведений, отчетов по разным направлениям деятельности. Вы не представляете, сколько много отчетов, я могу судить только на уровне своих направлений, да, по безопасности, по информатизации, как много отчетов мы не запрашиваем. Как много отчетов мы берем на основе данных. Но тут еще и идет ответственность образовательных организаций за те сведения, которые нам предоставлены в Иране, да, которые мы можем использовать. Но в некоторых случаях нам, безусловно, приходится перепроверять, уточнять, заново проговаривать эти вопросы. Но тем не менее, по направлениям деятельности, например, моего отдела, не менее 70% информации мы не запрашиваем дополнительно. Оптимизация, упрощение, информатизация внутренних процессов в органах управления образованием и образовательных организаций. Это очень важный момент, который мы сейчас как раз обсуждаем. Реализация современных подходов в оказании государственных муниципальных услуг в сфере образования и предоставление гражданам, родителям обучающихся наиболее востребованных электронных сервисов. Здесь очень важна обратная связь от родителей. То есть мы как будто бы основные сервисы реализовали, но очень важно понимать, может быть, родители заинтересованы в каком-то ином сервисе или процессе.
мы говорили о внедрении сквозных технологий, которые проходили бы через все направления деятельности образовательной организации и оптимизировали, подтягивали те цифровые данные, которые есть для того, чтобы принимать взвешенные управленческие решения, как, например, действует Сбербанк, да? То есть вы знаете наверняка, что очень много, большой процент служащих Сбербанка России, они были в свое время совсем недавно сокращены, потому что у них практически все решения принимаются на основе автоматизации принятия этих решений. Это не значит, что нужно сокращать еще, оптимизировать отрасль образования. Я говорю о том, что нужно сокращать отчетность и сокращать в некоторых случаях взаимодействия наши с вами, да, когда некие решения могут приниматься автоматически. На уровне Министерства образования, и это было предложено правительству Республики Коми, были сформированы определенные мероприятия, которые позволили бы нам эти принципы реализовывать. А именно, на уровне Министерства образования в обязанности одного из заместителей министра были включены именно обязанности по цифровой трансформации образования региона. Отдел Министерства образования, который называется отдел комплексной безопасности и информатизации, будет переименован под именно цифровизацию образования. Будет сформирован на уровне республики центр компетенций, который будет заниматься управлением процессом и обеспечивать концептуальную, методическую, организационную поддержку, экспертную поддержку как руководителей образовательных организаций и органов управления образованием, так и каждого педагога. Мы, безусловно, говорим о том, что на любом уровне управления образованием должны быть сформированы те самые компетенции. Поэтому управленческая команда. Пригладно, да? Ну, тогда я немножко подсокращу, да? То есть управленческая команда и педагоги, они должны быть, должны иметь эти компетенции, да? То есть они должны пройти курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку. Давайте тогда перейдем к следующему слайду. Я его уже когда-то показывала. И я здесь, наверное, очень быстро тогда скажу о том, что я говорила о том, что Республика Коми участвовала в 2 федеральных конкурсах на получение грантов. Первый конкурс, проект 1, да, региональный, цифровая образовательная среда. Но в рамках в рамках этого регионального проекта у нас есть 2 финансовых мероприятия, в которых мы получили федеральное финансирование. Первое мероприятие – это внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. То есть мы получили финансирование на внедрение этой модели в нескольких образовательных организациях республики. И второе – это создание в республике центра детского творчества, IT-творчества, так называемый IT-клуб. Уже в некоторых субъектах Российской Федерации такие центры созданы, и, безусловно, опыт страны в этом мероприятии есть. Такая сразу перейду вот на этот слайд. Если говорить о том, чего мы достигнем, вот уже сейчас, в феврале, буквально в пятницу, мы привели в соответствие паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в соответствии с федеральным. По сравнению с 2018 годом, когда был утвержден базовый паспорт, кардинально поменялись показатели и значения показателей. И я их сейчас представила на слайде. Высокоскоростной интернет, тот, о котором я говорила, он предполагает не менее 100 мегабит в городских школах и профессиональных образовательных организациях и не менее 50 мегабит в сельских населенных пунктах, которые расположены. Мы говорим о том, что у нас доля муниципальных образований в республике, в которой будет внедрена целевая модель образовательной среды, к 2024 году должна дойти до 100%, так же, как и первый, да, показатель по обеспечению интернет-соединения. То есть посмотрите внимательно,
уже в 2019 году стоит показатель 65%. Это очень серьезный такой прорыв, я бы сказала, будет. При условии, конечно, что на федеральном уровне этот вопрос будет урегулирован и действительно будут предприняты все меры для того, чтобы именно в нашей особенной республике такие магистрали проложить. Доля обучающихся по программам. Смотрите, вот следующие 4 показателя, они касаются обучающихся, образовательных организаций и педагогов. Вот этот процент по первым 2, вернее, получается 3 и 4 показатель, касается внедрения и использования информационно-сервисной платформы. Эта платформа, она не разрабатывается на уровне Республики Коми. Эта платформа – это федеральное решение, которое нам спустят сверху, и нам будет предложено ее эксплуатировать, да, использовать в своей работе. По педагогическим работникам общего образования, прошедших повышение квалификации. Вот этот показатель, который самый нижний, он двоякий. Первый, одна сторона медали, это те педагоги, которые будут участвовать непосредственно в апробации целевой модели цифровой образовательной среды. И второе, это апробация и повышение квалификации в рамках единого окна, разработанного на федеральном уровне. Это окно, оно уже сейчас функционирует, и мы информировали о том, что есть у нас такой онлайн-видеоурок, который можно использовать в своей работе. Что мы сделали уже сейчас? Да? Мы совместно с Министерством просвещения проработали план мероприятий по первому финансовому мероприятию. Это финансовое мероприятие по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Мы уже вчера, да, буквально, направили перечень общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, которые в 2019 году у нас будут первыми ласточками, которые будут задействованы в этом проекте. Мы согласовали с ними план. Буквально 1 марта, как нам говорят эксперты, к нам придет на согласование для предложения инфраструктурный лист того оборудования, которое будет поставляться в образовательные организации наши пилоты. Мы должны будем сформировать команды, управленческие команды вот этих образовательных организаций пилотов и обеспечить повышение их квалификации, профессиональную переподготовку на федеральном уровне. Да? То есть это задача центра компетенций, который создается на федеральном уровне. То есть в рамках паспорта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» у них прямо стоит самостоятельно отдельное мероприятие создания такого федерального центра компетенций, центра цифрового образования. А вот следующий пункт, да, плана повышения квалификации сотрудников и педагогов. Это будет наша с вами задача. Да? То есть мы здесь на уровне республики должны научить наших сотрудников и педагогов образовательных организаций работать в условиях новой цифровой образовательной среды. Ну и, безусловно, уже сейчас мы с Министерством просвещения заключили нефинансовое соглашение по этому проекту. И уже сейчас в электронном бюджете мы заключаем финансовое соглашение по этому проекту. Мы ожидаем, что сейчас это соглашение у нас дозаключится, да, так как мы внесли изменения в наш региональный проект. Мы это соглашение сейчас будем заключать, получим финансирование, и уже в мае мы рассчитываем в рамках подготовки к началу учебного года завершить процессы по поставке оборудования, установке, наладке, да, апробации этого оборудования в образовательных организациях пилотов для того, чтобы с 1 сентября уже, собственно, начать апробацию, тестирование этой целевой модели цифровой образовательной среды. Вот такой вот у нас план мероприятий на 2019 год именно в отношении этого финансового мероприятия. Что касается участников проекта по внедрению этой целевой модели, мы определили 3 муниципалитета. Безусловно, это городские у нас школы и 2 профессиональные образовательные организации, 3 муниципалитета Сыктывкар, Актау, Воркута. У нас определены именно те организации, которые компетентностно готовы к реализации проекта и стать первыми в этом процессе.
Это те организации, у которых позволяет доступ к сети интернет, воспользоваться и внедрить правильно целевую модель цифровой образовательной среды. Ну и кроме того, мы говорили о том, что все начинается с руководителя, да, то есть и его команды. То есть сам руководитель, его команда, они должны быть готовы к тому, что нужно будет поработать, опробировать и потом уже транслировать свой опыт в других образовательных организациях. Что я не стала делать самостоятельный слайд по такому важному мероприятию, как обеспечение высокоскоростным интернетом, потому что это показатель, как показатель у нас в проекте он у нас сейчас отсутствует, то есть он сначала у нас был, сейчас он отсутствует, потому что этот проект у нас идет перекрестно с цифровой экономикой в Российской Федерации, и за этот показатель отвечает именно в рамках того национального проекта. Поэтому я не стала здесь показывать, это уже больше задача будет Министерства цифрового развития Российской Федерации. В общем-то, по основным моментам я закончила. Готова ответить на вопросы. Да, Андрей Борисович. Ну, без микрофона нету микрофона. Давай так. Я могу поделиться. Виктор Александрович, вопрос следующий. Вот интернет, школы, которые сейчас планируется провести, это все очень хорошо. И мы знаем, что Министерство образования, школьное образование, оно в особом контроле. Вопрос по доп. Образованию. Организация дополнительного образования, дополнительного профессионального образования не входит в состав перечня тех организаций, которые обеспечиваются вот этим интернетом. В всяком случае, мы по списку их не видим. Будут ли прилагаться какие-то усилия для того, чтобы довести высокоскоростной интернет и дополнительное образование, чтобы в рамках вот тех концепций, которые были представлены, дополнительное образование тоже могло воспользоваться этой цифровизацией? Это первый вопрос. И маленькое предложение. Вот, я смотрю, у нас из систем дистанционного обучения, которые, наверное, в рамках цифровизации тоже будет отдельным вопросом проходить, платформа какая-то для обучения. У нас в университете, в КРИРО и в ряде других организаций используется система Moodle. Используется давно, может быть не совсем эффективно, да, потому что много ресурсов надо. Нет ли у Министерства образования таких планов организовать, может быть, при помощи специалистов, не специалистов, а студентов, например, того же колледжа по информатике при университете, студентов самого университета, такую техническую бригаду, которая бы позволила, объединив с продвинутыми нашими педагогами, формировать контент в этой среде для различных образовательных целей. Потому что мы прекрасно знаем, что платформ у нас много, у педагогов материала тоже много. Но перевести этот материал в дистанционную форму для любого педагога, это и большие временные затраты, мы знаем, технически достаточно сложно. И вот такая помощь, она, наверное, была бы очень нужна. Вот два вопроса, значит, дополнительное и вот предложение по смыслу. Спасибо. Спасибо за вопрос, Андрей Борисович. Значит, по первому вопросу, по обеспечению доступа в сети интернет, высокоскоростному, да, доступу в сети интернет, организации, которые не общеобразовательные и не профессиональные образовательные организации, вообще иные, да, другие. Между прочим, у нас некоторые садики, да, дошкольные образовательные организации впереди планеты всей и готовы использовать цифровые образовательные ресурсы. И есть абсолютно инициативные педагоги и те, между прочим, педагоги, которые внедряют робототехнику очень эффективно. Им такой доступ тоже очень нужен к сети интернет. Значит, смотрите, проблема, она еще глубже, чем была озвучена. Даже сейчас, формируя перечень общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, которые необходимо подключить к сети интернет, мы уже столкнулись с непониманием на уровне Министерства просвещения, в какую часть. Вот буквально вчера я тоже разговаривала с экспертами из Министерства просвещения. Они сейчас еще раз будут выносить эту проблему на уровень более высоких, да, может быть, заместителей министра. Суть проблемы в чем?
Формируя этот перечень, мы указывали только один корпус общеобразовательной организации или профессиональной образовательной организации. Понимая, что цифровая образовательная среда должна быть внедрена везде, да, во всей отрасли образования Республики Коми, мы благодаря позиции федеральных проектов исключаем определенные типы образовательных организаций и исключаем корпусы образовательных организаций. Ой, выключите уже это состояние. Да. Я сейчас отвечу, да, он не смущает, забивает. Мы исключаем... Ясно. Вот. Мы исключаем из этого процесса значительное количество объектов. Значительное количество объектов. У нас 350 условно дошкольных образовательных организаций, 54 организации дополнительного образования. И вот получается, что общее образование и профобразование – это приблизительно половина всей сети образовательных организаций. А если из них еще исключить объекты, которые оказались за перечнем, мы получаем еще меньше. Поэтому эта проблема, она более глубокая. Более того, когда только формировались федеральные паспорта вот этих двух проектов образования и цифровая экономика Российской Федерации, изначально в паспорте федеральном по образованию все были образовательные организации, и мы все туда включали, а цифровая экономика Российской Федерации предполагала только общее профессиональное образование. Эта проблема, она была поднята министерством, получается, Республика Коми, даже в декабре 2018 года, когда шла защита нашего регионального проекта. Этот вопрос мы задавали. Мы задавали его в январе, когда шла доработка. Мы задавали его, получается, буквально вчера, еще раз мы разговаривали и выносили это на такой высокий федеральный уровень. Но на данный момент, я хочу сказать, вот все вот эти вот переговоры, они сводятся к тому, что, за счет федеральных средств будет обеспечен доступ к высокоскоростному интернету определенного количества, определенных типов образовательных организаций. Когда будет Минцифрой организована работа по доведению магистрали, вот этих каналов в населенные пункты, будет предусмотрена возможность подключения еще энного количества объектов к этому каналу. Но вот эта последняя миля, она, скорее всего, окажется в компетенции органов местного самоуправления. Вот позиция на данный момент такова. Тем не менее, этот вопрос в настоящее время формально не урегулирован. И поэтому мы имеем возможность еще раз об этом говорить и ставить как проблему, чтобы нас услышали, потому что последняя миля, она очень дорогая. Да? Я говорю о том, что, допустим, где-то есть канал, и к нему нужно подключиться, а до этого нужно довести еще достаточно серьезное расстояние надо осилить, чтобы довести канал от волокно до объекта образования. Этот вопрос, я не могу сказать, что у нас на контроле, но мы постоянно об этом говорим и информируем наших федеральных коллег. Теперь по дистанционному обучению. Я абсолютно согласна, у нас такая разрозненность идет в информационных ресурсах, которые позволяют организовывать дистанционное обучение на уровне республики. Разрозненность идет в рамках самих сервисов, разрозненность идет в ресурсах, которые не позволяют задействовать, разрозненность идет в качестве подготовки этих ресурсов, в том, кто готовит эти ресурсы, их вообще кто-то смотрит, экспертирует. Но если, допустим, на уровне института мы можем сказать, что вы свои материалы не просто так публикуете, то на другом уровне это не зачастую, но иногда остается зоной ответственности самого педагога, то есть что он опубликовал. И поэтому, разрабатывая образовательный портал Республики Коми, мы бы пытались это как-то все свести в единое русло. Но это попытки были наши на уровне региона.
На уровне Российской Федерации тоже была такая проблема. И сколько мы проговаривали с Министерством просвещения и с информикой, именно задача создания единого, компетентного и такого ресурса, который можно было бы не только рекомендовать, а прямо направить для эксплуатации, такая задача, она, безусловно, стояла. И такие ресурсы созданы. На уровне здесь республики я на данный момент просто не вижу инструмента, который бы позволил все это свести в какой-то единый сервис. Я не говорю сейчас о самих ресурсах, да, что внутри там будет сидеть. Единый сервис, потому что, проговаривая с разными участниками этих процессов, многие заявляют о том, что они от своих ресурсов, от своих сервисов не откажутся. То есть это их разработка, они этим занимаются, и они будут в рамках них работать. Единственное, что мы могли сделать, это просто на портале разместить ссылки на эти самые ресурсы. В отношении самого контента, я абсолютно поддерживаю ваши предложения. Вот к нам постоянно обращаются с университета и колледж информатики и права, да, который информатики, экономики и права, да, он называется, тоже готовит студентов, которые, я сама, кстати говоря, являюсь председателем государственной аттестационной комиссии в этом колледже. Я смотрю те работы, которые готовят студенты по двум сразу специальностям, по сетевому администрированию, по программированию. Если определить для них задачу подготовки, цифровизации, именно цифровизации этих ресурсов и работе в команде вместе с образовательными организациями, это даст мощный толчок для развития цифрового контента регионального уровня, нашего регионального цифрового контента. Я полностью поддерживаю, я думаю, что нужно прямо такую задачу сформулировать и поставить на уровень университета и колледжа. Я думаю, что даже и другие специальности других образовательных организаций не готовы были бы на это работать. Я дополню еще. Сейчас мы делаем одно из заданий у института, это создание учебников по какому языку. Так вот, на сегодняшний день готовы уже учебники 5, 6, 7 класс. И 6-7 класс делали студенты университета, 3-4 курс на модуле docs.perevod.ru, можете посмотреть. У них практика еще продолжается в течение месяца. В течение месяца будут сделаны еще 2 учебника 8-9 класс. Поэтому привлекаем, Андрей Борисович. Спасибо, Виктория Александровна. Вопросов больше не осталось времени. Виктория Александровна у нас все забрала. Но, тем не менее, мы должны были выслушать, потому что цифровизация без поддержки технической неосуществима. Да, пожалуйста, я предоставляю слово Анне Александровне. Это корпорация «Российский учебник». Это цифровизация и электронный учебник, о котором только что я сказал, в том числе и по какому языку. Это как бы тоже надо. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Вам, скорее всего, корпорация «Российский учебник» известна под другими названиями. Это издательство «Графа», «Монтанограф», «Астрель», а также цифровая образовательная платформа «Лекта». О ней сегодня я большей частью буду говорить, потому что там как раз и есть цифровая образовательная платформа, которая поможет вам сформировать среду. Про национальные проекты говорить не буду, о них сегодня уже говорилось и достаточно много, поэтому перелистну сразу, собственно, вот на этот слайд. На самом деле в национальном проекте образования сейчас уже не 10, а 11 федеральных проектов. И для их реализации корпорация «Российский учебник», скажем так, может предоставить следующие ресурсы и инструменты. Это, конечно же, различные проекты, направленные на совершенствование системы управления школой. Это учебная литература, учебные пособия и шлейф к ним. Это цифровые ресурсы, на которых я позже остановлюсь подробнее. Это различные социальные проекты и конкурсы, семинары, курсы, а также повышение квалификации для педагогов. Мы знаем, что у нас все меняется, все движется, и поэтому, если ранее роль учителя сводилась к ретрансляции знаний, да, то есть каких-то моментах, когда мы должны были просто передавать знания из поколения в поколение, помогать, то сейчас роль учителя, конечно, меняется.
Большей частью мы сейчас говорим о том, что необходимо у школьников формировать навыки и компетенции 21 века. Это такие, как критическое мышление, креативное мышление, коммуникативные навыки и так далее. Каким же способом? Я вам представлю Лекта. Платформа бесплатная, то есть вы можете с ней работать онлайн. Также есть бесплатное приложение для работы с электронной формой учебников. Я об этом чуть-чуть позже скажу. Итак, давайте рассмотрим, что здесь есть. Если посмотрим более подробно, первая часть это, конечно, электронная форма учебников. Во второй части это различные бесплатные сервисы для учителей. Сервис «Классная работа» — это готовые рабочие программы. Внутри каждой рабочей программы есть готовые презентации к уроку. Там видеофрагменты, различные практические задания и так далее. То есть подобран материал конкретно под каждый урок, под каждую тему. Причем рабочие программы есть как привязанные к нашим учебно-методическим комплектам, также и универсальные, потому что темы мы в предмете обычно проходим все равно общие. Дальше, контрольная работа – это сервис, где есть готовые самостоятельные контрольные работы, они есть разных типов. Есть подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, есть ВПР, и оно тоже бесплатно. И работать с этим сервисом можно в 3 форматах. Можно выводить через проектор на доску, также можно использовать интерактивные доски, и есть вариант распечатать и раздать то количество вариантов, которые вам надо на класс. Помимо этого, есть еще и 4-й формат, когда вы можете создать в течение 5-7 минут виртуальный класс. И система сама посчитает количество баллов, которое наберет учащийся, скажет, какую отметку поставить, рекомендует, а также вы можете и увидеть обратную связь с учеником. То есть дать ему какой-то комментарий и посмотреть, как он прореагировал в ходе выполнения работы. Для учителей также у нас есть различные дистанционные курсы, они есть как на сайте корпорации, так и на Лекта. Они, соответственно, у нас стабильно одной и той же стоимости. 36 часов 550 рублей, 72 часа 750 рублей. У нас есть лицензия на ведение этой деятельности, и, соответственно, вы можете с ними познакомиться, просто выбрав свой предмет. Чуть позже покажу, где что. Для учащихся у нас есть новая разработка, это тренажеры. Они в тестовом режиме. Сейчас доступны 3 тренажера по разным предметам. И, конечно, тренажеры ВПР. Их можно скачивать в PDF, а можно решать, соответственно, непосредственно, выходя онлайн на платформу. Для учеников также есть интерактивное онлайн-приложение Atlas+. Сейчас доступны 3 предмета – география, история, астрономия. В течение этого учебного года будут также представлены карты по экологии. Итак, если посмотрим, я просто сделала скриншот своего портфеля. Здесь есть разные, например, атлас первый добавлен, далее там можно посмотреть учебники. Есть также тренажеры, сборник интерактивных тестов, есть подготовка ОГЭ, ЕГЭ и так далее. То есть вы с этим всем можете ознакомиться. Я в конце раздам вам, уже, наверное, раздали, смотрю, памятки, чтобы вы домой придя могли себе сгенерировать сертификат. Он будет храниться в вашем личном кабинете, и вы можете его распечатать и предоставить директору в школе, администрации. Сертификат будет на 6 часов, потому что с платформой надо немножко поработать, с сайтом, если вам это интересно. Ну и, соответственно, второй бланк, который я раздала, это ключик. Это бесплатный код на 5 любых учебников и учебных пособий от издательства на 60 дней в электронной форме, чтобы вы могли попробовать, посмотреть, нравится, не нравится, и воспользоваться. Причем сервисы на онлайн, когда вы выходите через браузер, вам будут все равно бесплатно доступны. В любое время, когда вам они нужны. Вот электронная форма учебника. Навигация у нас везде одинаковая, без разницы, какой предмет вы преподаете. Вы можете открыть учебник истории, физики, я не знаю, там литературы, и внутри навигация везде будет одинаковая. Можно делать закладки, заметки, можно с помощью поисковой строки находить необходимую вам информацию. Если вы вобьете одно слово или предложение, вам выпадет целый список совпадений по учебнику, и так можно давать задания, например, на написание реферата или проектной деятельности. То есть реализовать ее с помощью этой функции электронной формы учебника.
Здесь не буду перечислять, это у нас, соответственно, нормативно-правовые основы применения электронной формы учебника. Вы можете применять как печатную, так и электронную, или заменяя. Все это прописано. Так. Что есть? Чем отличается электронная форма от печатной? В электронной форме страницу будет совпадать с печатной, но там есть огромное большое преимущество. Это интерактивные образовательные ресурсы, то есть дополненная информация. Она содержится на полях учебника и внутри списка. В среднем на учебник 40 разных элементов есть вот этих ресурсов. Они есть синие информационные, зеленые практические, красные контрольные. Здесь я сделала нарезку, можете с ними ознакомиться потом. Вот, например, видео, вот интерактивная карта, вот карта по истории. Я быстро пролистываю, чтобы не отвлекаться. Можно разные модели использования электронной формы учебника применять. Они здесь все описаны, презентация у вас останется. Санпин, чтобы вы не пугались, а то многие говорят, что электронная форма учебника, планшеты, ах как. В принципе, по времени, если мы посмотрим, 45 минут урока, мы прекрасно понимаем, что с учебником все 45 минут никто не работает. Это то же самое, что зайти в кабинет на урок, кинуть ученика учебник, сказать, открывай 5-й параграф, читай. Но я думаю, таких преподавателей у нас здесь нет. Ну и, соответственно, у нас есть сервис книговыдача. Это больше для юридических наших партнеров. Имеется в виду, что с помощью книговыдачи вы можете заказать либо фиксированный набор учебников и выбрать то, что вам надо, либо свободный. Вы покупаете книговыдачи. Стоимость одного учебника для юридического лица, для школы 75 рублей на 500 дней. А дальше вы можете активировать тот учебник, который вам нужен. То есть вы сами отбираете, например, вы не сразу заказываете 10 историй, там 5 географий, грубо говоря, да? А вы можете, собственно, их активировать тогда, когда вам надо, и те, какие вам надо. Те активации, которые у вас остаются, они не сгорают, они с вами сохраняются не только в течение 500 дней, гораздо больше. Комплектация при ограниченном бюджете, но я думаю, здесь так понятно, вы можете отобрать учебники и учебные пособия. Вот, собственно, сервис «Классная работа». Вот так он выглядит, вот презентация я нарезку сделала, это материалы, их можно редактировать и добавлять свои материалы в эту презентацию. То есть вы создаете уроки с тем материалом, который, скорее всего, у каждого преподавателя есть. Это естественно, каждый учитель собирает свой материал к уроку. Оно все хорошо встает, количество слайдов не ограничено, которые вы можете добавить. Единственное ограничение — один слайд 50 мегабайт. Но я не знаю, что туда можно, скажем так, вставить большеразмерное. Можно, в принципе, сейчас все нарезать, и видео в том числе. Поэтому ограничений, по сути, нет. Вот они, готовые презентации к нашему МК и универсальные. Обложка здесь есть, можно познакомиться. Сейчас доступны 85 рабочих программ по разным предметам, по разным классам, вы можете их использовать. Вот так выглядит презентация, например, по английскому языку. Есть аудирование. Есть, например, по истории, да, история. Интерактивная 3D-карта, она крутится, вертится, ее можно там использовать на уроке. Вот, например, литература с озвучкой. Ну и вот контрольная работа, сервис тоже бесплатный, как уже говорилось. Вариант вот так выглядит, если вы выводите на доску. Вот так выглядит виртуальный класс. Сейчас доступно более 500 различных видов контрольных и самостоятельных работ, которые вы можете отсортировать по типу, по форме, по формату, который вам нужен, и также задать количество времени, которое идет на выполнение. То есть там и 5, 10, и 40 минут, и можете на год. Соответственно, увеличить время. Вот так выглядит слайд, если взять, например, контрольная работа по литературе. Разные варианты, там задания разные, на соответствие и так далее. Курсы повышения, я вот прям чуть-чуть закругляюсь уже. Курсы повышения квалификации, собственно, вы можете ознакомиться. Они все здесь есть, можно отобрать количество часов. Удостоверение мы вам высылаем на ваш реальный адрес. Также у нас есть разные партнеры, с которыми мы давно сотрудничаем. Это, например, Я-класс Оксфорд, с ними мы проводим вебинары. Вебинары у нас бесплатные, вы можете с ними ознакомиться, по предметам отсортировать. Средняя продолжительность 35-40 минут вебинара. Вы получаете, если смотрите в прямом эфире, сертификат о просмотре вебинара и тему. Также вот оно последнее, это конкурс «Электронный учебник на уроке». Бесплатное участие. Причем вы можете заполнить заявку, в чем соль.
Вы присылаете нам свои разработки уроков, конспектов или видеофрагменты урока. Жюри отбирают лучшие работы, проверяют их на соответствие и так далее. Причем экспертное жюри состоит из двух вариантов. Это и методисты, и авторы учебников, и учителя. И, соответственно, те, кто выигрывает, получают ценные призы. В прошлом году это были планшеты, 4 победителя было. А также ваши разработки будут размещены у нас на сайте. Вот, собственно, он уже есть. Прямо конкурсных работ здесь. Вот мои контакты. Вы можете сфотографировать и обратиться ко мне тогда, когда вам будет удобно. Сертификат, который идет в памятке, там код, он 8-значный, у каждого индивидуальный. Поэтому просьба, когда вы будете заходить и регистрироваться на сайте Росучебник, там памятка у вас есть. Пошагово, что как сделать. Поставьте, пожалуйста, в первом вопросе анкеты 9 или 10. Это оценка индивидуально мне. Спасибо за внимание. Все 10 партий. Почему 9? 10, конечно. Ну, у нас Спасибо это большое. 10. Спасибо большое. Так, коллеги, продолжаем работу. Значит, в конце прошлого учебного года у нас прошел конкурс «Лучшая электронная информационная образовательная среда Республики Коми». В этом конкурсе, созвучно с темой сегодняшнего, созвучно с темой цифровой школы, в конкурсе приняло участие 25 образовательных организаций, в том числе 5 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования, 13 общеобразовательных школ и 6 учреждений профессионального образования. Работы, в общем-то, были все достойны, все высокого качества. Видно, что в школах, вот Виктория Александровна сказала, что где директора, в общем-то, обращают, находят ресурсы, обращают на это внимание, там, и в том числе даже и в детских садах, нормально и с интернетом, то есть надо немножко, наверное, пошевелить мозгами. Может, я грубо сказал, не знаю. У нас в программе там заявлено выступление 2 детских садов, но, к сожалению, видите, да, мы выбились совершенно из графика, и выступающим остается уже не 7-8 минут, а 3-4 минуты. Поэтому на сайте 80.criro, это сайт конференции, будут размещены эти видеоролики. Посмотрите. А сегодня я предоставляю слово, кто приехал и готов выступить. Значит, открытием для нас была школа Синдар. И вот сейчас выступление школы, как у них обстоит дело с информационной образовательной средой в школе. Я предоставляю слово. Я включила, да? Алла Ивановна. Слышно, да? Нет. Раз. Слышно, да? Пробую. Так. Здравствуйте. Я сегодня представляю Синдарскую школу Кишпавловского района. Зовут меня Бровина Алла Ивановна. Стаж административной работы мой в роли директора 16 лет, но непосредственно в этой школе 3 года. Наша школа находится на территории Кишпавловского района в поселке городского типа Синдар. Поселок сравнительно небольшой. Если сравнивать с масштабами города, то это примерно 8-10 городских кварталов. На территории поселка функционируют такие предприятия, как ООО «Газпром Транснефть Трансгаз Ухта», Синдарская БМГ, филиал АО «Транснефть Север», город Ухта, УФСИН, которые являются одновременно и шефами нашей организации. Поселок хоть и небольшой, но аккуратный и с хорошей инфраструктурой. Вполне достаточно для разностороннего развития учащихся и интересной жизни населения. Имеется современный физкультурно-оздоровительный комплекс, досуговый центр. У нас очень много социальных и сетевых партнеров. В школе обучается 260 учащихся, около 60 человек персонала. Тема моего доклада – концептуальные подходы в организации электронной информационно-образовательной среды в образовательном учреждении. Я не буду освещать все направления деятельности школы по организации электронной информационно-образовательной среды. Мы, естественно, соответствуем всем требованиям и распоряжениям Министерства образования в этой области. Это и организация работы электронных журналов, электронный документооборот, электронные базы данных, школьные и учебных кабинетов,
электронных информационных ресурсов, корпоративная почта. Все школы эти направления реализуют, и в этом смысле здесь нет ничего нового. В 2018 году, как уже сказали, наша школа участвовала в республиканском конкурсе «Лучшая электронная информационно-образовательная среда». Представленная на конкурсе, значит, наша работа, представленная на конкурсе, опубликована на сайте нашей школы. Если говорить о конкурсе, то мы не воспринимаем его в соревновательном разрезе. Очередной конкурс и подготовка к нему для нас – это прежде всего возможность проведения серьезного анализа нашей деятельности. Претендовать на самую лучшую организацию электронной информационно-образовательной среды я не думаю, что мы можем. Но важны здесь, на наш взгляд, на самом деле подходы и опыт организации в развитии именно эффективного процесса в этом направлении. И сегодня на территории этой площадки хотелось бы остановиться на ключевых и концептуальных подходах по организации электронной информационно-образовательной среды. Хотя, конечно, концептуальные подходы, это может быть громко сказано, скорее всего поговорить о проблемных зонах. Понятно, что в каждой отдельной школе они свои. Все зависит от условий территориальных, материально-технических, кадровых возможностей школы, видения администрации школы, способов развития этих процессов. Но цель у всех одна, поэтому вполне вероятно, что все присутствующие в этой аудитории, может быть, будет интересен чужой опыт. Первым, пожалуй, самым ключевым вопросом является, конечно же, создание условий. Меня сильно напрягает, что в большинстве школ, особенно на периферии, по всем материально-техническим, по своему материально-техническому обеспечению находятся на уровне 80-х годов. У нас огромные сети супермаркетов с европейскими подходами, олимпийские деревни, центры «Галактика», центры и филиалы по всей стране «Сириус». Это же, конечно, очень здорово, но школы в большинстве своем остаются малообеспеченными, бедными и ветхими. Это положение усложняет развитие и реализацию всех современных процессов и требований. Но мы в нашей школе решили, что жаловаться на судьбу весьма непродуктивно. Мы понимаем, что для эффективной организации информационно-образовательной среды и электронной в частности необходимо плановое разностороннее развитие инфраструктуры школы в области ИКТ. И это одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы активно начали работу по поиску спонсоров, активизировали работу с шефствующими организациями и начали процесс выведения школы на современный уровень. И у нас, надо сказать, получается. В последние 5 лет школа активно развивается и улучшает свою ресурсную базу. «Газпром» инвестировал в школу около 30 миллионов рублей, не считая 250 тысяч рублей ежегодной помощи поквартальной. Почему я говорю «инвестировал»? Ежегодно наши выпускники в большинстве своем становятся студентами УГТУ города Ухты, горно-нефтяного колледжа города Ухты. В 2017 году, благодаря спонсорской помощи «Транснефть-Север» в размере 4 миллионов 300 тысяч рублей, появился новый, хорошо отремонтированный мобильный класс с интерактивным оборудованием, документ-камерой, новым лабораторным и цифровым оборудованием, телескопом, новой мебелью и 2 лабораториями. Кроме этого, на основании соглашения о взаимном сотрудничестве ПАО «Транснефть» и правительства Республики Коми решением президента компании «Транснефть» Токаревым наша, замечу, одна из 4 школ всего Республики Коми, включена в корпоративную благотворительную программу ПАО «Транснефть» развития школьного образования на 2019 год. Благотворительный проект подразумевает ремонт кабинетов точных наук, физики, химии и математики, с последующим ремонтом, оснащением классов и лабораторий мобильными классами, современным оборудованием и новой мебелью. На эти цели школе выделено 5 миллионов 800 рублей. В первой половине 2019 года наша школа станет обладательницей еще 2 кабинетов, оборудованных по последнему слову техники – кабинет математики и кабинет химии. Также с помощью спонсорских средств «Газпрома» в первом полугодии 2019 года в школе в 2 корпусах будет проведена оптоволоконная линия, что позволит оснастить все учебные кабинеты школы безлимитным высокоскоростным интернетом. Благодаря тесному и продуктивному сотрудничеству наших организаций физические возможности школы с каждым годом повышаются. На данный момент
Все административные кабинеты, методический кабинет, библиотека оснащены современными автоматизированными рабочими местами, множительной и ксерокопирующей техникой, доступом к сети интернет. Все учебные кабинеты оснащены современными армами учителей, 40% из них множительной техникой, 50% доступом к сети интернет. 4, не считая значит, ИОСера, нашего филиала, кабинеты оснащены интерактивным оборудованием. Конечно, еще рано говорить в целом о всей школе, пока процессы фрагментарные, но уже систематичные и плановые. Мы не размазываем деньги зеленой краской по панелям. Мы берем отдельный объект или учебный кабинет и доводим его до совершенства. Все, да? Поэтому в школе есть еще очень некрасивые места. Если мягко выразиться, денег на все сразу не хватает. Но несмотря на это, мы всячески транслируем подход и рекомендуем другим школам. Хотя сотрудничество и осваивание денег очень сложный процесс, особенно для администрации школы. Это и дефектные ведомости, и локальные сметные расчеты, и аукционная документация. Все. Я не успеваю. Диплом победителя. Нет, я хочу еще один в момент конкурсе «Лучшая электронная образовательная среда». Я хочу еще один момент осветить вам. Значит, мы 3 секунды. Да, 3 секунды. Не только занимаемся инфраструктурой школы, мы занимаемся подготовкой педагогических кадров, формированием коллектива. И еще 4-м нашим, так сказать, очень важным аспектом деятельности – это проведение полномасштабных мероприятий. Значит, открытых интегрированных уроков, на основе которых лежит и традиционная подготовка, социальная адаптация учащихся. Значит, мы этот опыт тоже транслируем, много по этому направлению говорить не буду, просто значит, скажу, что у нас вот недавно прошел урок по энергосбережению, подготовленный совместно с «Газпромом». Это последнее мероприятие проходило в рамках Всероссийского фестиваля молодежи «Вместе ярче». Буквально 3 секундочки, еще очень важная просто информация. До этого у нас проходили также похожие мероприятия, например, Олимпийский день в Сиднее с привлечением профессиональных хореографических групп из города Ухты. Спонсором такого мероприятия тоже был «Газпром». Совместно с профсоюзным комитетом «Газпром», что важно, мы организовали очень масштабное мероприятие с привлечением иностранных студентов из Нигерии и Камеруна, которые являются студентами ОГТУ. На этом мероприятии наши ребята познакомились с деятельностью SPI, это глобальный поставщик решений в области энергетики о возобновляемых источниках энергии. Energy for Me – это глобальное энергетическое общество инженеров и технологов в сфере нефтяной и газовой промышленности, которые разрабатывают программные продукты в этой области. Вот иностранные студенты из этого сообщества приехали к нам в гости, провели с нашими участниками несколько мероприятий с целью которых было привлечение ребят к научной деятельности, объяснили сложные научные вещи на простом языке, в игровой форме, провели тренинги. В общем, мероприятие было потрясающим и очень таким насыщенным. Хотела я вам еще показать фильм, презентацию не дали. На сайте мы посмотрим, что будет выложено. Коллеги, все видеофильмы будут выложены на сайте. А сейчас я предоставляю слово следующему участнику конкурса и сегодняшнего выступления. Вы представитесь, да? Здравствуйте. Меня зовут Ладанова Анна Леонидовна. Коллеги, буквально 3 минуты. 3 Модель минуты на следующую площадку. электронной информационно-образовательной среды в Богуслове села Пушек. Руководителем является Третьякова Татьяна Михайловна. Число жителей сельского поселения Пушек 480 человек. Педагогический человек, педагогический состав школы 22 человека, учащихся 136. В школе 1 смена. Осуществляется подбор школьников из близлежащих населенных пунктов: поселок Яроши, деревня Кекур, деревня Ванкош, деревня Великополье. В школе 3 учебных корпуса.
Обеспечение равенства шансов детей на получение качественного образования сегодня является актуальным трендом образовательной политики. В современных условиях каждое образовательное учреждение работает с контингентом учащихся, которые его окружают в определенном микрорайоне. При этом часть учеников по ряду объективных причин не в полной мере осваивает школьную программу. В сельских образовательных организациях, так же как и в нашей школе, вышеуказанная проблема усугубляется тем, что многим учащимся приходится приезжать на учебу из других населенных пунктов. Например, из деревни Бамакош учащихся приходится перевозить на катере в период осеннего полугодия. В связи с этими обстоятельствами нередко дети пропускают школу. Сама школа находится на расстоянии 60 километров от районного центра за рекой Вычикой. Мост Пантон в период весеннего полугодия и сам Ожик становится отрезанным от большой земли. Поэтому крайне значимыми для школы являются связь, интернет, сетевые и дистанционные технологии. В общем виде информационная среда школы представляет собой систему, в которой задействованы и на информационном уровне связаны между собой все участники образовательного процесса. Техническая и технологическая база информационной среды школы включает в себя 9 учебных кабинетов, оборудованных арт, учительская, кабинеты администрации. В первом корпусе имеется локальная сеть и доступ к интернету. Участники образовательного процесса имеют возможность работать на интерактивной доске. На один компьютер приходится примерно 12 учащихся. Становление информационной среды школы осуществлялось несколько этапов. В качестве ориентира в качестве реального функционирования информационной среды школы мы выбрали следующие показатели. Первое. Интернет-представительством образовательной организации является официальный сайт БОУСОШ села Ожик. Сайт школы был создан в 2010 году в бесплатной системе управления сайтом и хостинге ЮФОС. В 2013 году школа вошла в партнерскую программу «Центр будущему». В школе были предоставлены услуги по регистрации домена хостинга для сайта «Электронная почта». Администратор сайта Сенькин Василий Михайлович установил платформу Joomla для сайта, а в 2016 году сайт пополнился платформой дистанционного обучения модуль, на котором размещались задания для учащихся по математике и информатике. Периодически школа создает тематические группы в социальных сетях для решения текущих неотложных вопросов. Например, группа в Ожегодской школе 155 лет была организована к юбилею школы. Группа КИСО для решения текущих вопросов по электронному образованию. Группа блог Ожик Самалтом Кэлзу. Ну и так далее. Свой канал школы создан на YouTube. Педагоги школы активно учатся, повышают свою квалификацию, в том числе посредством дистанционных технологий. Учитель математики и информатики Сенькин Василий Михайлович является разработчиком районной дистанционной викторины по информатике Техновид в 2018 году. Викторина проводилась на сайте модуля БОУСОШ села Ожик. Учитель математики Ладанова Анна Леонидовна участвовала в 2017 году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» и представила мастер-класс геометра. Лопарева Лилия Михайловна, учитель истории, участвовала в конкурсе фестиваля исторических разработок на муниципальном уровне с проектом «Предметы старины далекой. Урок с использованием ТТ». Гримова Ольга Николаевна награждена дипломом всероссийских конкурсов. Например, в виртуальном зале межрайонной конференции «Реализация ФГОС в условиях сельского образовательного учреждения. Опыт перспективы» имеется видеоурок Кузнарева Альбины Петровны «Проблемы милосердия» в рассказе Платонова Юшка. Шомусов Владимир Игоревич, учитель, журналист и писатель, фотограф, резчик по дереву. Информацию можно найти о нем даже в Википедии. Автор русского экологического словаря «Пемас, Вызнак, Чери, Досвер, Щерпасакомия, Роча, экологический словарь». Учителя активно внедряют инновационные технологии в изучении не только русского языка, но и коми-языка. Игнатова Елена Александровна, учитель коми-языка и литературы, является руководителем объединения юных корреспондентов ТОКО. Под ее началом дети пишут не только статьи, но и делают фото и видеорепортажи. Сама же она талантливый писатель, фотохудожник. Заканчиваем. Да?
Коллеги, средняя общеобразовательная школа села Пожитковского Омского района является призером и награждается тоже дипломом конкурса «Электронная образовательная среда Республики Коми». Спасибо. Давайте. Так, следующий у нас призер конкурса — это 10-я школа города Ухты. Елена Николаевна, вам слово. Не забудьте включить микрофон. У вас флешка? Да. Не знаю. Может, уже без флешки, да, быстро. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нас уже выгоняют. Все, я буквально 3 минуты, так что у меня все четко и понятно. На сайте будет презентация. Да. Не будем, да, показывать презентацию? Нет, не будет. Прекрасно. Ну, в принципе, у меня там только таблички, поэтому давайте пролистаем хотя бы. Просто люди, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 10 города Ухты. Послушав предыдущих ораторов, мне очень захотелось в Синдер, потому что 30 миллионов мы бы вообще шикарно развернулись. Но я буквально расскажу о той работе, которую я писала на этот конкурс. У нас модель электронной образовательной среды 27. Чего? Зачем такую флешку продала? Вот, это второе выступление. Ага. Да. Ну и буквально вкратце расскажу. Я тоже была поражена сейчас Виктория Александровна под модель электронной образовательной среды. Сказала, что нас опять посчитали, мы будем пилотами в цифровизации. Только что участвовали в информатизации, сейчас будем в цифровизации участвовать. Что куда листать? Вперед. Ага. Ну, вся наша информатизация началась, понятно, что с введения в ГОС, когда поставки нового оборудования. Дальше приказом Министерства образования школа была определена школой будущего, и в рамках этого была поставка достаточно большого оборудования, и на сегодняшний день у нас 330 ноутбуков, которую мы объединили в единую локальную сеть. Вот на сегодняшний день, что представляет материально-техническая база нашей школы. Участвуем вот в этих проектах: электронное питание, электронная проходная, цифровая школа. Сейчас мы уже продолжаем немножко другой проект, но это, наверное, тема следующего выступления. Что представляет собой вообще наша электронная информационно-образовательная среда в школе? Ну и выстраивается она буквально вот в таких компонентах. Естественно, организационно-управленческий, естественно, технологический, методический и образовательный. И буквально все те требования, которые были выложены к электронной информационно-образовательной среде, у меня вот здесь вот расписаны в табличке. То требование и как оно у нас реализуется в школе. Ну, я думаю, достаточно 1 минутки, чтобы вы так это глазом пробежали. Результативность этого компонента образовательного, методический, насколько. Я думаю, что я сейчас не открываю Америку, у всех это все тоже есть. И какие показатели, какие результативность в этом компоненте у нас методическом. Образовательный компонент, это точно так же, и предыдущие ораторы также говорили, просто это сведено у меня в единую табличку. И точно так же результативность этих показателей. Ну и последний — это технологический компонент, когда точно так же все компьютеры у нас объединены в единую локальную сеть, единый сервер в школе существует, где есть у нас корпоративная своя почта, электронная учительская, электронные заучи и так далее. И вот таким образом у нас реализуется технологический компонент. Нам еще повезло, что у нас есть инженер-программист, который у нас помогает нам это все сделать. Все. Вопросы? Спасибо. 10-я школа Ухты является призером тоже республиканского конкурса. Я вручаю диплом. Я представлю.
Алло, я, наверное, включила, да? Слышно меня? Хорошо. Что-то потерялось. Ага. Здравствуйте, меня зовут Александра Максимовна, я учитель начальных классов гимназии номер 6 города Воркуты. Я молодой специалист. Всю теорию опускаю и перехожу к тому, что я хочу предоставить опыт работы гимназии с электронно-образовательными ресурсами. Слышно, да? Так как я молодой специалист, имею небольшой опыт работы в данной сфере, то большинство используемых ресурсов я беру по рекомендациям данного учителя, которые нам предлагают наиболее предпочтительные варианты. Это 5 самых активных ресурсов, которые мы используем в своей работе, особенно в начальных классах. Учи.ру, Яндекс Учебник, Российская электронная школа, интернет-урок и видеоуроки. Я по ним быстренько пробегусь и расскажу о них. Первый сайт — это интернет-урок. Полезный сайт с видеоуроками для школьников по всем основным предметам за все классы. Основное содержание сайта — это видеоуроки. За несколько лет работы портала набралось очень много уроков, базы с 1 по 11 класс. То есть могут использовать любые учителя любого уровня. Урок состоит из нескольких этапов. Сначала идет видеоурок, после которого текстовый конспект урока. Это не запись урока слово в слово, а именно конспект, в котором есть иллюстрации, схемы и материалы. Следом идут тренажеры, которые составлены под материалы, которые изучили. Там будут несколько вопросов на понимание материала. Дальше домашнее задание, которое составлено, например, в начальной школе по программе «Школа России», которую мы используем. Есть несколько вариантов домашнего задания. Оно может быть творческое, либо работа из учебника, как ребенку удобно. Для домашней работы он может скачать бланк. Вот там внизу бланк выглядит вот таким вот образом. Его можно обратно прикрепить, и учитель может посмотреть на сайте, либо принести в школу, и тогда учитель будет фиксировать оценку уже по распечатанной версии. Также сайт интернет-урок имеет приложение для планшета, что очень удобно в современном мире, и данное приложение ничем не уступает большой версии. Дальше Российская электронная школа, с которой все знакомы. В основу проекта легли интерактивные уроки по всем школьным предметам. Главной концепцией стали видеоуроки лучших педагогов из всех регионов России, победители учителя года и те, кто имеет правительственные награды. Студийные съемки самого высокого качества. Видеоуроки детей не утомляют. Они длятся от 5 до 12 минут. Помимо объяснения материала, также есть тренировочные задания, которые предполагают повторение. Если другой ребенку не получается, он проходит еще раз. И проверочные задания, которые уже дается только один раз его пройти. Не подразумевает повторного прохождения. Система фиксирует результаты их выполнения, и на этой основе формируется статистика успеваемости. Есть разделы для учителя, в котором предоставлены темпланы, рабочие программы, контрольные задания и конструктор расписания. Также на портале активно могут участвовать родители, отслеживать работу своих детей и знакомиться с результатами их учебы. Дальше видеоуроки.нет. Это новые бесплатные видеоуроки, тесты и полезные материалы. С данного сайта по большей части можно скачивать презентации и видеоуроки, которые вам интересны. Тренажеров там по большей части нет. Скачивается это все в таком архиве, где есть методическая рекомендация на интерактивную доску презентации и обычную презентацию, если вдруг интерактивной доски нет. Следующая платформа учи.ру. Это интерактивная образовательная платформа, которая полностью соответствует пост-новому поколению. Данная платформа учитывает скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок. Таким образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает персональные задания, их последовательность и уровень сложности. Каждый ученик получает возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отработок вне зависимости от уровня подготовки, социальных и географических условий, либо был компьютер. В рамках проекта проводятся массовые международные олимпиады, конкурсы по школьным программам и не только. Учи.ру — это отличный способ сделать свои уроки более яркими, используя планшеты, компьютеры или интерактивную доску. Приведу несколько примеров. Это задание «Ищи на лету», которое используют чаще всего у нас учителя в первых классах для отработки навыков устного счета. Динозаврик, который должен пролететь мимо того точку, в котором сумма слагаемых будет 5. Дети безумно любят эту игру, потому что это действительно игра, а не урок, где нужно просто это отрабатывать. А это уже задание для 4 класса, там, где нужно определить однокоренные слова. Сначала дети распределяют в 2 группы
по корням слова, и тут им напоминается, что такое однокоренные слова, и очень важно их значение, что корень может быть один, а вот значения у него уже разные. После этого идет основное задание, более яркое, интересное и, соответственно, более уже полное. И после него идет оценка результата. Если неверно, соответственно, ребенок приходит еще раз и пишет, какие отметки, какие ошибки у него были. Также учитель получает детальную статистику об образовательных результатах ребенка, и дети, и учителя имеют награды. Да, в виде таких ярких дипломов учитель может как свои награды признать, да, у него за каждую олимпиаду идет, так и может дипломы учеников открыть и распечатать детям, например, в школе, раздать на классном часе. Дальше совсем недавно я для себя открыла, это Яндекс Учебник. Вот совсем новый такой ресурс образовательный, но мне он очень нравится. Это серия с заданиями по математике и русскому языку для 2-4 классов, с автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Какие преимущества для учителей? Единый доступ к заданиям из разных учебников и рабочей тетради. Удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения контрольных и самостоятельных работ. Два предмета, русский и математика. Даются темы, по каждым темам есть задания, которые вы выбираете и вставляете в свою контрольную либо самостоятельную работу. Также пометка об использовании данной карточки уже в созданном занятии, чтобы вы во втором занятии не добавили то задание, которое уже использовали. Конечно же, автоматизированная проверка домашних работ, либо самостоятельные работы, которые вы даете. Тут можно пронаблюдать, сколько раз ребенок выполнил это задание, 2, 1, 3. С каким заданием он не справился, сколько по времени он потратил, да, и пробовал ли он еще раз это сделать. Ну, естественно, тех, кто этого вообще не делал. Конечно же, для учителя это экономия времени на подготовку к урокам и интересные интерактивные задания, которые повышают мотивацию. Например, если в актированные дни, которых, да, в Иркуте, по крайней мере, очень много давать такие задания, дети с удовольствием это решают. Так, это у нас получается в конце дается успеваемость по занятию, с которыми мы не прошли, и мы можем посмотреть, у кого какой результат. Для ребенка какое преимущество? Работа в электронном виде им нравится, занимает меньше времени, чем писать, естественно. Результат можно увидеть сразу после решения и легко наверстать учебную программу, если они что-то где-то не успели. Таким образом, качественный электронно-образовательный ресурс для начальной школы сочетает в себе два базовых преимущества. С одной стороны, это методически выверенный образовательный ресурс, а с другой – продуманный высокотехнологический цифровой продукт. И используя вот такие проверенные, интересные ресурсы, педагог может рассчитывать на высокие результаты у себя в классе. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, я, в общем-то, не останавливал, потому что у нас уже зашла вторая площадка, и тема перекликается, поэтому спасибо большое. Коллеги, ну, время у нас вышло, у нас осталось одно выступление. Ну, я думаю, мы разместим презентацию тоже на сайте, но я хочу вручить диплом призера республиканского конкурса «Лучшая электронная информационная образовательная среда». Это Сыктывкарский автомеханический техникум. Давайте поздравим. Пожалуйста. Коллеги, ну на этом работа нашей площадки заканчивается. Сейчас здесь начнет работать